Рабочей недели мы расскажем вам о самых главных из них. В эфире программа «Якутия. День за днем». Меня зовут Кристина Якупова. И вот о чем мы расскажем сегодня. 4 года работы Айсена Николаева во главе Якутии. Подведем итоги развития региона за это время. Обстановка на реках республики развивается в соответствии с прогнозом. Уровни воды на реке Лени у населенных пунктов ниже критических отметок. Благоустройство общественных и дворовых территорий начали в республике. Какие проекты будут реализованы в этом году? В Алданском районе завершается отопительный сезон. Расскажем подробнее о работе общества «Теплоэнергосервис». 4 года назад президент России Владимир Путин назначил мэра Якутска Айсена Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. Подтверждением успешной работы Николаева являются социально-экономические показатели региона. В рамках нацпроектов в республике строят новые школы, детсады, больницы и дома культуры. Также построено и реконструировано около 2000 километров автомобильных дорог и 25 мостов. Сегодня Якутия является одним из самых перспективных субъектов Российской Федерации. Айсен Николаев демонстрирует редкий пример превращения успешного градоначальника в эффективного главу субъекта страны. Якутия с 2018 года имеет собственный стратегический документ, определяющий социально-экономическое развитие до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Одно из главных направлений – строительство социальных объектов, школ, садов и больниц. Без их возведения не может обойтись ни один населенный пункт нашей страны. Что сегодня строится в регионе, в сюжете Ульяны Шагиной. Не так давно Владимир Доброхотов перенес инфаркт. Сегодня больной проходит лечение в новом кардиососудистом центре и готовится к следующей операции. О своем пребывании в больнице мужчина отзывается хорошо. Искренне удивлен оснащенности палат, удобству и отзывчивости местного персонала. Они вот чутко все, да, значит, вечером. А даже девушка пришла, значит, тут у меня было осложнение. А я говорю, пойдем чайку попьем. Я говорю, ну пойдем. А и чай, там печенюшечки, посидели. Ну, чтобы как-то счистить вот этого самого напряженку. Строительство нового кардиоцентра ждала вся Якутия. Его построили в рекордно короткие сроки, всего за 2 года. Огромное здание, рассчитанное на 150 мест, с внедрением суперсовременного высокотехнологичного оборудования. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, наличие крупного кардиоцентра может обеспечивать не только Якутию, но и соседние регионы. Сегодня задача нового центра – увеличить количество проводимых операций на сердце и сосудах с 250 до 1000 и более. Мы планируем начать операции экстренные, да, как бы срочные операции при остром коронарном синдроме. Вот это как бы для нас будет первый шаг в этом направлении. А так, конечно, очень много новых технологий, особенно эндоваскулярной хирургии, это где вот через сосудистые доступом проводится радиочастотная абляция, криабляции, также даже имплантирование клапанов, артального клапана и так далее. Строится в регионе еще один крупный медицинский объект – онкологический центр. В здании онкоцентра общей площадью более 25 тысяч квадратных метров будут размещены стационар на 180 коек и поликлиника на 210 посещений. Будут открыты новые отделения, среди них 5 отделений хирургического профиля, отделение химиотерапии, диагностические отделения. Подготовка к вводу в онкоклинический центр идет у нас уже на протяжении последних лет. Это и подготовка кадров, это освоение новых методик, оборудования. Последние буквально несколько лет были открыты новые отделения, которые будут тоже здесь функционировать. В настоящее время специалисты овладевают самыми современными методиками диагностики, лечения, скрининговыми технологиями. И все это будет функционировать в новом центре.
По программе модернизации первичного звена до конца 2024 года в республике планируется создать 12 больничных комплексов в районных центрах республики. В начале года новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Хаты Нюрбинского района. Его строительство стало возможным благодаря дивидендам, поступающим в бюджет района от 1% акций компании «Алроса». Конечно, были трудности с доставкой материалов, ведь село Хаты – один из самых отдаленных наслегов района. Но все прошло благополучно. Пока были дороги, заранее завезли материалы. С 2018 по 2021 годы в Якутии ввели в эксплуатацию 21 социальный объект. Это школы, сады и объекты культуры. До конца 2024 года, а планы еще шире. Всего будет построено 37 новых школ. Это порядка 10 тысяч новых мест. И вдвойне отрадно, когда новые школы появляются в маленьких наслегах. Так, в селе Кюбцы Усьмайского района в этом году начнут строительство нового объекта – благоустроенной школы на 80 мест. Настроение очень хорошее, потому что уже начало есть, начало строительства школы. В Усьмайском селе Петропавловск в январе прошлого года открыли новый детский сад. Его построили по нацпроекту «Демография». Поздравил жителей с этим знаменательным событием глава республики Айсен Николаев. Новое здание построили вместо 2 обветшалых корпусов 60-х годов. Теперь петропавловские детишки получают первые свои навыки и знания в современном объекте. Новое дыхание с этого года обретут и действующие здания школ республики. В этом году будет отремонтировано 11 школ в Якутске и 1 в Мархе. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 800 миллионов рублей, 89 миллионов из которых направят по линии города. Очень рады, что вот в этом году заявились на эту программу капитального ремонта. Дело в том, что следующий учебный год у нас будет юбилейный, 30-й, поэтому в связи с этим мы хотели, например, как уже было сказано ранее, обновить наш фасад. Мы хотим утеплить цоколь, мы хотим, если вы обратили внимание, у нас до сих пор есть деревянные окна, мы хотим их поменять на пластиковые. Поменять хотим также мы и двери под единый стиль, чтобы было такое красивое, современное здание. Также у нас заявлен ремонт 2 спортзалов. Дело в том, что наши спортивные залы одни из самых востребованных в городе. У нас здесь проходят соревнования как среди детей, так и среди учителей. Поэтому мы заявились также на капитальный ремонт 2 спортзалов. Но это не только капитальный ремонт, это еще и современное оснащение образовательных учреждений. Из федерального бюджета в целом на нацпроекты в республике будет направлено свыше 33 миллиардов рублей только в этом году. Сады, школы, больницы и спортивные залы. Это не считая дорог и других значимых объектов, которые сегодня возводятся в регионе. Безусловно, все это в разы повышает качество жизни населения Якутии. Ульяна Шагина, Саргалана Неустроева, Якутия. День за днем. Одно из главных достижений республики, которое лично решил Айсен Николаев, это начало строительства крупного газового объекта, завершающего этап третьей нитки магистрального газопровода Кысыл-Сыр-Мастах. Глава Якутии добился включения в федеральный бюджет средств на строительство завершающих 84 километров. Это большая стройка, начатая в 1999 году и прервавшаяся на десятилетия. Завершение объекта и ввод в эксплуатацию третьей нитки даст ощутимый импульс для безопасного, безаварийного и надежного газоснабжения якутян и предприятий республики. Также важным показателем является лидерство Якутии по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке и 9-е место среди экспортеров IT-услуг России. В республике с 2012 года функционирует единая инновационная экосистема, в которую входят местные высокотехнологичные компании и образовательные учреждения. Технопарк Якутия, IT-парк, муниципальные IT-центры и другие, которые позволят увеличить объем инновационных товаров, работы и услуг до 24 миллиардов рублей к 2024 году. Проекты технопарка расширяются и развиваются в формате территорий опережающего развития. ТОР Якутия – это уникальная корпорация на Дальнем Востоке, которая специализируется на проектах малого и среднего бизнеса. По кластерному типу в ней развиваются проекты энергосбережения, необходимые для коммунального сектора Якутии. Например, производство твердотопливных котлов или полиэтиленовых труб, востребованных для реализации программы социальной догазификации, а также новых жилищных проектов.
Между тем, якутские инновации представили в Москве. На этой неделе в Сколково прошла крупнейшая в России и странах СНГ конференция «Стартап Village 2022». Мероприятие традиционно стало центром притяжения стартапов, инвесторов, технологических корпораций и представителей органов власти. В этом году главными темами были импортозамещение, восстановление цепочек поставок и поддержка российского технологического бизнеса. В рамках форума состоялась и презентация выставки инновационных проектов Якутии. С подробностями Максим Кардозу. Стартап Village – это действительно крупнейшая площадка для инноваторов и начинающих предпринимателей в России. Здесь можно увидеть те технологии и идеи, которые в ближайшее время изменят нашу с вами жизнь. И презентовать свой проект в Сколково мечтают тысячи разработчиков в нашей стране и за ее пределами. В этом году у Якутии на Стартап Village появилась собственная территория, такой мини-Тюхельге. Посмотрите, это лаунж-зона, там сцена, где проходят концерты, презентации, ну и, конечно же, белая большая ураса. Там открылась выставка Саха Innovation Expo 2022, где представлены резиденты технопарка Якутия, НОТ Север и Северо-Восточного федерального университета. Инвестиции, с одной стороны, любят тишину, а с другой стороны, любят личного контакта. Договориться о многомиллионной сделке по ВКС очень сложно. Люди хотят видеть человека, увидеть, довериться ему, да, поверить в его проект и дать ему деньги. И, конечно, вот это место концентрации всех и инвесторов, и партнеров, там, не знаю, индустриальных партнеров крупных. И сегодня много встреч провели наши ребята, и они выльются не только в обмен визитками, но и в дальнейшие инвестиции. Я верю это, знаю это. Если мы у себя в Якутии находимся, мыслим на Якутию, то здесь люди, эксперты, которые мыслят на весь мир. Они всегда подскажут. Я вот тоже на это надеюсь, что они подойдут ко мне, или я их сам найду, чтобы они подсказали мне какие-то умные мысли, там, поделились своим опытом, потому что через их головы проходило много инноваторов, и у них много с этим связано, опыта много. Я думаю, они мне дороже денег нужны, мне их мысли. Всего 60 якутских инновационных компаний презентовали свои идеи на конференции. Со стартапами можно было познакомиться заочно в рамках виртуальной выставки, так и очно. Например, представители СВФУ привезли в Москву проект искусственной печени. Суть заключается в очистке плазмы крови, да, пациентов экстракорпорально, то есть вне тела. Мы в данном решении предлагаем просто гемодиализатор дополнить новым устройством, новым дополнительным плазмофильтром с биологическим контуром. И таким образом обеспечивается нормализация биохимических параметров крови у пациентов с печеночной недостаточностью в период ожидания донорского органа. В рамках конференции прошло и подписание соглашения о сотрудничестве между Якутией и инновационным центром Сколково, по которому наши стартапы могут пользоваться всей инфраструктурой Сколково бесплатно. Причем подобному партнерству уже 10 лет. Теперь уже ни для кого не является сомнением, что в сфере IT-технологий Республика Якутия является одним из лидеров Российской Федерации. Мы надеемся, что Сколково, это не нам судить, это судить тем, кто в Республике Якутия работает и создает инновационные продукты, что мы оказали посильную помощь в том, что вот такой, я бы сказал, даже инновационный бум за последние годы в Республике произошел. В следующие 10 лет мы уже хотим делать ставку на более активное развитие наших стартапов. Мы видим, что мы уже сможем поддерживать стартапы не только у нас в Якутии, но и в других регионах Дальнего Востока, Сибири и даже Москвы, с тем, чтобы они работали уже у нас в Якутии и как раз для экономики Якутии приносили прибавочную стоимость. Еще одно знаковое событие состоялось для якутян в рамках Стартап Village. На территории Сколково установили Серге. И теперь в самом сердце инновационного центра нашей страны появился кусочек Якутии. Максим Кардозу, Джур Березкин. День за днем. Москва. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. В начале недели режим ЧС в связи с паводком объявили в пригородах Якутска и нескольких населенных пунктах Намского района. Сейчас на местах продолжается стабильный спад воды. В настоящий момент всего 408 дворовых территорий в Намском районе освободились от воды. Осталось 27.
Завершается подключение населения к жизнеобеспечивающим инфраструктурам, а остались лишь точечные подключения. Ну а как развивалась ситуация с паводком в течение недели, смотрите в сюжете Александра Хавренко. 22 мая ледоход перешел границы Якутска. 23 мая утром глава городского образования города Якутска Евгений Григорьев объявил режим чрезвычайной ситуации на 3 территориях. Микрорайон Даркалах, где было подтоплено 25 дворов, Тулагино-Кельдянский наслег и поселок Кангаласы, где в зону подтопления попало 11 домов. В Тулагино-Кельдянском наслеге вода поднялась выше уровня дороги на Кангаласы, движение по ней было временно приостановлено. Также в наслеге подтопило 8 домов и 4 дворовые территории. Паводковыми водами разрушена часть моста, ведущего к Капитоновскому дому-интернату. Ну, этой весной, конечно, немножко погода нас не удивила, а подтопила. Мы рассчитывали, воды не будет, но, как говорится, природа вносит свои корректировки. Поэтому на сегодняшний день 8 домов подтоплено. Это 10 метров 40 сантиметров, это улица Улуннах. И в настоящее время специалисты администрации занимаются актированием и учетом понесенных затрат, ущерба, чтобы вовремя быстро предоставить соответствующим министерствам для возмещения вот этих затрат. В то же время тревожные сигналы стали поступать из Намского улуса. В селе Эдейцы река Лена превысила критические отметки. Вода затопила населенный пункт полностью. Эвакуировали примерно 600 человек. Вода поднялась и превысила критическую отметку и в Хатын-Арынском наслеге. Уровень воды поднялся на 11 сантиметров. Воду удерживала дамба. Превышение произошло из-за затора ниже села Графский берег. Для ликвидации было принято решение произвести взрывные работы. За сутки проведено 5 подрывов на реке Лена в Намском районе. Израсходовано более 5 тонн взрывчатых веществ. Ледовое поле частично разрушено. По правой протоке начался густой ледоход. Рост уровней воды замедлился. Выше по течению наблюдается понижение уровней воды. Сохраняется затор по левой протоке. Проводятся подготовительные работы к проведению очередного подрыва. После проведенных взрывных работ движение воды в реке возобновилось, но ситуация в Намском улусе продолжает оставаться напряженной. В зоне затопления 8 населенных пунктов, и подтопленными остаются также ряд жилых домов и участки. Сегодня, между тем, в населенных пунктах Намского района идет небольшой убыль воды. И кроме села Арбынцы, где есть небольшое пребывание воды. И сегодня мы констатируем, что в зоне подтопления находится 281 дворовых территорий, 169 домов. В пункте временного размещения также находится, как и утром, 68 человек. Люди обеспечены. Службы спасения и оперативные группы власти муниципальных образований находятся в круглосуточном режиме для того, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Впереди республику ждет большая работа по ликвидации последствий паводка и подготовка к паводковому сезону 2023. Обстановка на реках республики развивается в соответствии с прогнозом. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит на территории Кобяйского и Жиганского районов. Протяженность составляет 285 километров, уровень воды составляет 772 сантиметра, при критическом 1430 сантиметров. Верхняя кромка в 50 километрах выше населенного пункта Сангары. За сутки на реке Лени на затороопасном участке в 128 километрах ниже поселка Сангар проводились взрывные работы. Произведен 1 подрыв, использовано более 1,5 тонн взрывчатого вещества. С нарастающим итогом произведено 15 подрывов, использовано более 20 тонн взрывчатого вещества. С прохождением ледохода на этой неделе в Якутск прибыло первое в навигацию судно с грузом. Теплоход «Леонид Соколов» прибыл из Иркутской области. Команда речного порта традиционно встретила первое судно с подарками. На грузовом причале подняли вымпел, возвещающий о начале навигации. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной.
Якутский речной порт встречает первое грузовое судно «Леонид Соколов». Судно шло более 4 дней с Иркутской области до Якутии в тяжелейших условиях сразу вслед за ледоходом. И судно привезло, конечно же, первый в Якутию груз в этом году. Это пиломатериалы, более 2500 тонн. Расстояние в более чем 1500 километров от Киренской Иркутской области до Якутска теплоход с баржей Т-34 преодолел за 4 суток. За штурвалом опытный капитан Михаил Лоскутов и его дружный экипаж всего 9 человек. В районе переката Плитка образовался затор полностью по всей ширине русла реки. И пришлось нам переночевать там где-то ночь. Скажем, где-то 20 часов постоять, потому что дальше нельзя было пройти. Ну а потом, как затор прорвало, мы продвинулись дальше. Суда группы компании «Старвей», в составе которой с 2017 года и холдинговая компания «Якутский речной порт» имеют широкую географию. Груженные баржи ходят не только по бассейну реки Лена, но и затрагивают притоки рек Вилюй и Алдан. Навигация этого года началась существенно раньше, отмечают речники. Под погрузку первые суда встали уже 5 мая. Сейчас уже полным ходом идет перевозка на верхней линии. На вчерашнее число по верхней линии с Осетрова только группой компании «Старвей» было подано под погрузку 42 тысячи тонн тоннажа. То есть там работа идет полным ходом. В начале навигационного сезона грузовые суда в основном везут пиломатериалы. С июля месяца начнется уже доставка жизненно важных грузов не только до столицы, но и до арктических районов. В целом для жизнеобеспечения республики 1 200 000 объем. В Вилюйскую группу районов мы должны завести 80 тысяч тонн грузов. Это для нужд жизнеобеспечения. На реку Амга у нас 30 тысяч тонн план. И сейчас вот как раз занимаемся рекой Вилюй, поскольку у нас там маловодность планируется. И сегодня вот как раз межведомственная рабочая группа по судоходным попускам будет там и так далее. Поэтому мы должны на реке Вилюй до 10-го завершить. И в ближайшее время по реке Амга тоже вот отработать. Быстро милейшие реки. Между тем, чтобы быть готовыми к любым ситуациям, весь мелкосидящий флот переброшен сегодня на Вилюй. Работы у речников много, а времени из-за быстрого обмеления реки вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Так что и теплоход «Леонид Соколов» после разгрузки пиломатериала вновь отправится в путь до Иркутска за следующим грузом. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Иркутск. А теперь о природных пожарах. 15 возгораний зарегистрировано в Якутии с момента пожароопасного сезона. В настоящий момент действующих очагов возгорания в республике нет. Об этом сообщила заместитель председателя Госком ОБЖ региона Яна Наумова в ходе брифинга о лесопожарной и паводковой обстановке. Также она сообщила, что на территориях населенных пунктов проложили более 1000 километров минполос и 600 километров противопожарных разрывов. Применение воздушных судов для авиапатрулирования земель лесного фонда в целях обнаружения очагов пожаров запланировано на территории 17 районов и города Якутска. За прошедшие сутки с целью снижения класса пожарной опасности в Нерюнгринском районе работал самолет-зондировщик. Отстреляно 102 пиропатронов. На сегодняшний день действующих лесных пожаров на территории республики не зафиксировано. Тенденции развития лесопромышленного комплекса России, современное состояние лесных ресурсов, сохранение лесного фонда Якутии, эффективное лесопользование и новые технологии лесозаготовки обсудили на 4-м лесопромышленном форуме республики. Мероприятие прошло в Арктическом государственном агротехнологическом университете. Участие в нем приняли спикеры из разных стран и городов России. Об итогах и целях форума расскажет Светлана Амосова. Тенденции развития лесопромышленного комплекса России, а также сохранение лесного фонда Якутии стали основными темами ежегодного лесопромышленного форума. В этом году мероприятие состоялось в традиционном формате. Всего в нем принимает участие свыше 100 человек. Значимость достаточно большая. Я хотел бы отметить, что такой форум, он единственный, который проводится учебными заведениями в Российской Федерации.
И за 4 года своего существования он набрал большую популярность у нас, за рубежом. Его основная цель, чтобы сами производители машин, оборудования, технологий, ведущие разработчики рассказали местным промышленникам, да, собственно, промышленникам всего Дальнего Востока, о самых передовых машинах, оборудовании, технологиях, которые позволяют повысить эффективность заготовки древесины, производства из нее различных изделий, ну и, конечно, лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами. Помимо ведущих специалистов лесной отрасли страны, в мероприятии приняли участие и профессора зарубежных университетов. Ученые из Вьетнама и Латвии поделились своим опытом и практикой работы в своих странах, что очень важно для Якутии. Очень хорошо, мы услышали очень интересные и очень полезные для республики доклады. Я бы хотел отметить доклад Елены Михайловны Руновой, профессора Братского университета, о создании лесосеменных плантаций участков, что крайне важно для республики. Здесь нет такого опыта вообще, никогда его не было. Лесопромышленный форум также подчеркивает вопросы, в каком направлении необходимо двигаться образовательной системе, в частности, в подготовке будущих кадров. Ведь сейчас в нашем регионе остро стоит потребность в молодых специалистах. Это и как специальности самые рабочие, да, скажем, специальные, это трактористы, бульдозеристы, то есть различных рабочих специальностей и с высшим образованием. Главой было дано поручение и нашему, получается, комитету занятости и Министерству образования, что усилить работу в этом направлении. Ранее на совещании у главы региона Айсена Николаева по развитию лесопромышленного комплекса, где принимали участие местные крупные предприятия, всеми была озвучена проблема нехватки кадров в этой отрасли. Площадкой для проведения лесопромышленного форума 4-й год является Арктический государственный агротехнологический университет. Это учебное заведение выбрано неспроста. Здесь готовят будущих специалистов лесного хозяйства. Всего по 2 направлениям обучается более 250 студентов, которые в будущем целенаправленно могут работать в лесной отрасли. Чтобы из молодых людей выпустить высококвалифицированных специалистов, агротехнологический университет тесно сотрудничает с лесоохранными предприятиями республики. Ежегодно ребята проходят практику на местах своей будущей работы. Я проходил практику в Якут-лесресурсе, это было весной. Мы подготавливали машины для лесного пожара где-то. Подготавливали технику пожара по основному сезону. Еще во 2-м курсе принимал участие в лесовосстановительных работах в Ленинском районе. Помимо обсуждения нехватки кадров, конференция выступает площадкой для решения многих других проблем, касающихся вопросов восстановления и охраны лесов, а также лесозаготовки. В этом году одной из самых актуальных тем для обсуждения во время форума стали лесные пожары. Каждый год темы меняются. В этом году Министерство экологии вышло с темой лесных пожаров. В 2021 году на территории республики огнем была пройдена огромная территория, порядка 7,5 миллионов гектар. Очень много сил и средств было задействовано на тушение лесных пожаров. В регионе охраняемая территория увеличилась на 10 миллионов гектар, а это значит, что обслуживаемая зона, по которой будут приниматься меры по тушению пожаров, в республике увеличена. Это позволит сохранить больше лесных насаждений и вовремя защитить населенные пункты от угрозы возгорания. По-прежнему в настоящее время без развития лесного комплекса лесные богатства – это как чемодан без ручки. Они горят, они приносят сплошной убыток. По итогам мероприятия зачитана и принята резолюция. Работники республиканской лесной отрасли будут и дальше сотрудничать с крупнейшими производителями оборудования. Следующее мероприятие пройдет осенью. Там обсудят вопросы по лесным пожарам, которые в последние годы очень актуальны не только в республике, но и во всем мире. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Григорий Хлопков, Якутск. Сейчас короткая пауза. Мы вернемся очень скоро. Не переключайтесь. Далее поговорим о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий в республике. В Якутске продолжается реализация масштабного федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Глава столицы региона Евгений Григорьев провел встречу с жильцами многоквартирных домов по улице Кузьмина. Там в этом году пройдет капитальный ремонт территории. На встрече побывали и наши коллеги. Посмотрите, что было, что стало. Это вот 3 прошлогодних двора, как мы работаем.
То есть мы делаем комплексно, все поменяется. Детская площадка, асфальтирование, водоотведение, малые архитектурные формы. Ваша задача потом все это грамотно эксплуатировать. 75 дворовых территорий будет отремонтировано за 1 год. Это небывалые объемы для Якутска. Любовь Григорьевна живет в этом многоквартирном доме больше 20 лет. Говорит, что за все годы ни один двор, ни здание не ремонтировали. Поэтому такая новость стала радостным событием. Очень обрадовались. Хоть немножко будем, как все люди хорошие, жить. Я хочу, чтобы было больше зелени, были скамеечки, чтобы можно посидеть, чтобы клумбы были. Ухаживали бы сами, помогали бы, все делали. Чтобы какие-нибудь спортивные снаряды поставили, как везде в городе делают. Капитальный ремонт будет проходить и у домов по адресам Кузьмина 29, 29/1, 29/2. Состояние дворов оказалось действительно плачевным. Единственное, то, что у нас не устраивало, это очень маленькая парковка и дорога, асфальт, которая треснула. Мы заезжали еле как, конечно же, ямы, лужи весной. В 3 многоквартирных домах проживает около 170 семей, и практически у всех есть дети. Софья Черкашина часто приезжает сюда в гости к бабушке, но играть на улице ей негде. Есть только старая детская площадка со скрипучими качелями. Я бы хотела, чтобы тут была горка-труба и тут была качеля-паутинка, как у меня на детской площадке дома. Благоустройство будет сделано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы формирования современной городской среды на территории городского округа Якутск на 2020-2024 года. Вот на этом месте к сентябрю будет большая детская площадка с зонированием по возрастам, а также воркаут-зона. Они станут центром притяжения детей и всех жителей многоквартирных домов. В прошлом году в Якутске отремонтировано 30 объектов. В течение 5 лет их будет 150. Ну а через 10 лет 300 дворовых территорий. А это уже практически весь город. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Также в Якутске продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Одним из объектов стала набережная озера Сайсары и сквер Матери. Проект участвовал и в прошлогоднем голосовании, но не набрал достаточного количества голосов. В этом же году проект предусматривает озеленение, велосипедные дорожки, строительство пирсов, а также спортивные и детские площадки. Проголосовать за объект можно на сайте 14городсреда.ру через портал госуслуги до конца мая. Туда будет включено ко всем проектам это благоустройство набережной, также капитальный ремонт дорог, тротуаров, освещение пешеходных зон, проезжих частей. Реализацией будут заниматься, конечно, подрядчики. Ориентировочная сумма сейчас по проектно-сметной документации это около 300 миллионов рублей. Но точная сумма станет известна после прохождения экспертизы. Ну а в Ленске работы по благоустройству в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» уже начались. В прошлом году общественным голосованием ленчане выбрали 2 территории по адресам Первомайская 11А, 13Б, 15Б, 28 и в новом жилом комплексе «Рабочий». Подробности у Светланы Болеевой. В Ленске в микрорайоне «Рабочий» продолжается строительство новой дороги. В прошлом году на новом участке дороги были завершены все подготовительные работы. В этом году подрядная организация произвела отсыпку дорожного полотна щебнем и заканчивает прокладку инженерных сетей. В 2021 году мы выполнили все демонтажные работы, подготовительные работы. В этом году будет асфальтирование дороги, тротуар с 2 сторон и ограждение. В 2023 году остальные работы будут выполняться, это освещение и озеленение. Ход работы соблюдения графиков выполнения держит на контроле глава города Александр Харунов. Он же рассказывает, что протяженность дороги будет 600 метров. Реализация проекта, который обеспечит в микрорайоне транспортную и пешеходную связь, рассчитана на 3 года. Полностью завершить работу планируется в следующем году. Срок окончания работ ориентировочно 10-15 октября этого года. То есть мы должны заасфальтировать дорожное полотно, обустроить тротуарами, сделать ливневую канализацию, поставить опоры уличного освещения и провести благоустройство.
Что касается второй территории, выбранной для благоустройства ленчанами по улице Первомайская, то там работы будут начаты буквально на днях. Эти дворы домов не только востребованы жильцами многоквартирников, но и эта зона пользуется большим спросом у пешеходов. В округе расположено несколько образовательных и административных объектов, торговых комплексов, салонов красоты, тут же стоматологическая поликлиника и городской парк культуры и отдыха. Горожане предложили включить в состав работ обустройство сквера Первомайский, по которому у нас в прошлом году с жителями было общественное обсуждение. Сам дизайн-проект жителям очень понравился. Администрация города очень сегодня активно работает еще по привлечению внебюджетных источников для реализации этой программы. Сегодня направлены письма нефтегазовые предприятия. Сегодня начаты ремонтные работы и на набережной города. Здесь они не проводились уже давно, наверное, с момента ее появления. Заменено было лишь освещение и несколько фонарных столбов. Но в этом году глава города вышел с предложением ее ремонта на депутатов, которые его безоговорочно поддержали. Так, сегодня заключен контракт с подрядчиком ООО «Арарат» на 23 миллиона рублей. 3 километра набережной от речного порта до городского пляжа обновятся к 15 августа. На улице Набережной, значит, запланированы работы демонтажные, значит, вот парапет, да, полностью это 5000 квадратных метров, это от пляжа до речпорта, будет ремонтироваться, значит, снимается старая штукатурка, штукатурится, шпаклюется и красится. И в решетке тоже все красится. Ленчане довольны, признаются, что готовы терпеть ремонты ради обновленной улицы. Ведь именно набережная является лицом города и любимым местом для прогулок. Я очень рада, что наконец-то набережную начали приводить в порядок. Вообще, всегда набережная была гордостью нашего Ленска. И всегда мы гордились. У нас приезжают гости с разных точек нашей Якутии. И также и со страны к нам приезжают. И, получается, гостят, смотрят и обязательно восхищаются ей. И, конечно, нашу гордость нужно поддерживать в порядке. Мы там часто гуляем. Нам нужно, чтобы красивые скамейки были, например, чтобы эти фонари не были разбитые, урны были такие чистенькие, потом, значит, эти деревья, чтобы не было сломанного. Сегодня благоустройству города уделяется огромное внимание. Напомним, что за последние несколько лет изменилось многое. Старая площадь Ленина преобразилась, стала красивой и современной. Теперь это одно из излюбленных мест ленчан. Парк культуры и отдыха тоже сегодня существует совершенно в ином виде. Здесь построена большая спортивная площадка с футбольным полем, скейт-площадка и детские игровые. Скалодром, качели, батуты, несколько кафе и еще много чего интересного. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам. До позднего вечера в парке многолюдно. В парке почти каждый день, можно сказать. В любую погоду. Ходьбой занимаемся. Встречаемся. Общаемся часто, да. Часто общаемся, да. Сейчас каждый день на йогу ходим, но вот начнем уже с 1 июня в парке заниматься. Это только часть проведенной работы. Впереди еще много идей, в которых городская администрация предлагает принять участие и всем жителям города. Голосовать за те территории, которые они хотели бы благоустроить. Ведь только общая заинтересованность может привести к положительным результатам, которые будут радовать всех ленчан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А в селе Магарас горного улуса Якутии будет создано новое поселение «Микрополис. Территория будущего». Проект предполагает коллективное освоение земельных участков, выданных по программе «Дальневосточный гектар». Меморандум о взаимодействии подписали правительство республики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, учреждение «Индустрия будущего» и представители улуса. Какое развитие благодаря документу получит горный район, знает Саргалана Неустроева. Новый микрополис будет отстроен на месте села Магарас. Сегодня там проживает 1086 человек. Главная цель – увеличить население пункта в 9,5 раз и привлечь к жизни в селе горожанина. В свою очередь проект предлагает комфорт, безопасность, натуральные продукты питания и самодостаточную локальную экономику. Все должно быть увязано. Комфортная жизнь человека, его трудоустройство, возможность самореализации. Ну и, конечно, как такой знаковый элемент – это туристическая привлекательность. То, чтобы из других регионов, из других стран люди могли испытывать интерес к данному объекту, к данной территории.
Предпосылками возникновения проекта стала стратегическая инициатива «Новая модель села», которая направлена на перезагрузку сельского уклада жизни. Весьма актуально, учитывая, что как раз-таки городов в Якутии меньшинство. А главной движущей силой проекта станет использование механизма дальневосточного гектара. Эта программа уже зарекомендовала себя как по-настоящему действенный способ переселить людей на частные территории. Мы видим на примере, в том числе этого проекта, что это не только земельный участок, возможность его получить безвозмездно и такой капитал для людей, для сообщества людей, но это и довольно серьезный вызов. Он требует серьезных инвестиций, временных ресурсов, своего усилия в освоении. Поэтому мы здесь верим в инициаторов, будем поддерживать как корпорация развития Дальнего Востока. Сроки реализации проекта до 2035 года. Всего 13 лет на переформатирование целого устроя деревенской жизни, создание новой инфраструктуры, объектов и многого другого. Звучит нереально, но уже сегодня создана инициативная группа. Первый этап реализации микрополиса стартовал. На данном этапе 24 заявителя, они будут подписывать договора, да, на получение безвозмездного пользования земельных участков для строительства жилых домов. Вот. Ну и параллельно мы сейчас уже ведем работу по запуску таких агропроектов, да, фермерских проектов по скороспелке. Вот. Также по турпроекту ведется работа. Собственно, мы по тому плану, который мы определили, уже ведем работу. Пока говорить о том, получится ли построить микрополис таким, каким он должен быть, современным и функциональным, рано. Однако успешная реализация проекта гарантирует внедрение программы уже на других территориях, не только республики, но и всего Дальнего Востока. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Буквально через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию. В Якутии в рамках капремонта успешно ведется работа по замене газового оборудования в многоквартирных домах. На сегодняшний день Фондом капитального ремонта многоквартирных домов республики планируется провести работы в 35 домах, из них 28 в Якутске, а также в Хангаласском, Намском Улусах и поселке Жатай. Согласно закону, срок эксплуатации внешних газовых труб составляет 50 лет, внутренних – 30 лет. По истечении этого срока жители многоквартирного дома обязаны самостоятельно проходить независимую техническую диагностику, подтверждающую возможность дальнейшей эксплуатации газового оборудования. В настоящий момент Лермонтова 24 у нас на стадии завершения. Буквально на днях завершаем работу и будет приемка выполненных работ. В целом по республике фондом заключено 4 договора на 35 домов. И в этом году мы на сегодняшний день завершили 7 домов и 1 дом на стадии завершения. Работы начались с начала года, то есть зимний период начался, период работы. Но это, как считается, благоприятный период, осенне-весенний период, потому что летом собственники, как правило, уезжают в отпуска, и в связи с этим у нас доступа не бывает. А когда доступа нету, полноценного замены трубопроводов, это при замене газового оборудования не допускается. Основной поставщик тепла в Алданском районе, общество «Теплоэнергосервис», завершает отопительный сезон. Котельные и теплопункты остановят 31 мая, а уже на следующий день начнется полномасштабная подготовка объектов ТВС к следующей зиме. Впрочем, реализация ремонтной программы уже идет по ряду позиций. Подробности знает Руслан Павлов. Общество «Теплоэнергосервис» остается в Алданском районе еще на 3 года. Концессионное соглашение подписано. Кроме поставки тепла, оно также подразумевает сооружение и обновление объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, что скрывает в себе перевод теплоцентралей с угля на природный газ. В этот момент мы планируем тоже заняться разработкой проектной документации на строительство газовых котельных. Все-таки газификация приходит, и работы по переводу на газовые котельные она предстоит. И
будет проведена вот в эти годы. Так что планируем строить газовые котельные. Первыми, кто стал использовать газ как топливо для котельных в Алдане, стала Ассоциация строителей АЯМ. Являясь одним из поставщиков тепловой энергии в районе, еще в 2019 году пилотным проектом строители перевели одну из котельных на газ. 2021 и 2022 год отопительные прошли полностью на газе. В этом году мы запускали всего лишь один раз угольную котельную по Тоску. У нас самое большое потребление там тепла, выдача, то есть тепла. Отлично. Прошли без всяких сбоев, ни разу не нарушили температурный график, постоянно шли в плюсе. Ну, конечно, за газом это будущее. Я еще один раз готов это подтвердить. Пока на газовой котельной используют привозное сжиженное топливо, но с приходом природного газа в район перспективы расширяются. Сегодня проблема – это качество угля и плюс стоимость, плюс логистика. Это просто-напросто выбивает из колеи. Ждем как можно быстрее, чтобы это топливо пришло к нам. Ну и важно для жителей экология. Совершенно верно. Экология – это в первую очередь, не спорю. То, что угольная пыль уже всех замучила, это мы с вами наглядно можем. У нас был прецедент, всегда самый первый снег таял возле нашей котельной. Безумно много было сажи. В этом году он самый последний растаял. Промышленному перевооружению в коммунальной отрасли готовится и Алданский политехникум. Образовательное учреждение уже выпускает специалистов по ряду профессий для ЖКХ. Сейчас в расчет берется и газификация района. Но в целом, если говорить, то техникум готовил и готовит специалистов по коммунальной отрасли. Если говорить с точки зрения эксплуатации газового оборудования, как для производства тепла в котельных, при этом это увеличится количество и бытовых потребителей, то, естественно, на сегодняшний день техникум рассматривает такой вопрос. Начались мероприятия по подготовке лицензионных соглашений, мероприятия по подготовке лабораторно-технической базы. Ну и в этом случае, что отрадно, мы находим поддержку среди наших предприятий, которые на сегодня занимаются эксплуатацией газового оборудования, и находим понимание и поддержку со стороны предприятия, которое вообще в целом к нам приведет газ на территорию Алданского района. Теперь и основной поставщик тепла в район «Теплоэнергосервис» в рамках концессии займется модернизацией и строительством теплоцентралей, работающих на голубом топливе. Но это перспективы 2024-2025 годов. Пока же впереди ремонтная программа объектов тепловодоснабжения, которые частично уже приступили, несмотря на то, что отопительный сезон еще не окончен. Да, уже приступили к ремонтным работам, уже готовимся к наступающему, так сказать, отопительному сезону 2022-2023 года. Да, запланированы работы по инвестиционной программе, по ремонтной программе. Это будут работы по замене 9 котлов наших районов. Будут заменены участки ветхих сетей в Нижнем Куранахе, в Алдане, в Тамоте, во всех. Везде, где это необходимо. Кроме того, уже этим летом алданский филиал теплоэнергосервиса начнет закрывать небольшие старые котельные и строить взамен новые теплоисточники. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья идет в соответствии с планом в республике. Стоит задача улучшить жилищные условия 25 тысяч человек, проживающих в аварийных домах. Общая площадь расселения 465 тысяч квадратных метров, из них более 18 тысяч человек уже получили ключи от новых квартир или денежную компенсацию. План выполнен на 70%. Также более 6 тысяч домов признаны аварийными и отмечены в специальном списке. Из них 1000 домов в Якутске, 900 в Алдане и 300 в Мирном. А в арктических районах в Булунском, Устьянском и Эвено-Батантайском вместо старых ветхих домов построят новые многоквартирные. В рамках программы на сегодняшний день строится 59 многоквартирных домов. Если рассказать немного о работе совместно с органами местного самоуправления по признанию домов аварийными, то на сегодняшний день уже признано свыше 6 тысяч многоквартирных домов. Это на общий объем аварийного жилья 1 800 000 квадратных метров. Из них у нас в программу включено на сегодняшний день 3600 многоквартирных домов. Жители поселка Серебряный Бор обратились с жалобой на качество многоквартирного дома. В 2019 году он был сдан в эксплуатацию. Тогда представители компании и застройщика заверили жильцов, что все строительные работы будут завершены. Но людей заселили, и с того момента ничего не изменилось. В проблеме разбиралась Ирина Жданова.
До сих пор остается загадкой, как этот дом сдавался в эксплуатацию. Серьезные изъяны очевидны. Недоделана бетонная отмостка вокруг дома, из-за чего подвал заливает водой. Некачественно установлена водосточная система. В тамбурах подъездов отсутствует напольное покрытие и разрушается облицовка. Проблема заключается в том, что дом был принят с нарушениями. Застройщик «Горизонт», фирма, сдали дом с многими нарушениями, недоделками, очень много нету благоустройства, отмосток нету, очень много недоделок. И по гарантийным письмам должны были выполнить все работы, но работы выполнены не были. Он объявил себя банкротом, и доделывать вот эти все недоделки некому. Строительные изъяны проявились и в квартирах. Разрушается пол, и изначально была неисправна сантехника. Жителям по возможности пришлось самим устанавливать унитазы и ванны. В квартире тоже сделали полы, такие канавки по полу сделали и заложили сухой штукатуркой. К батареям подход. Это эти места, где вот эти канавки, так скажем, все уже попроваливалось. Но это нормально. Полы вообще все разрушены. Линолеум никакой. Унитаз поставили, он не работает. Мы уже почти все в доме унитазы поменялись. При заселении жителям обещали, что все недочеты будут устранены. Но компания застройщика объявила себя банкротом и перестала отвечать на обращения. Изначально на этом месте должна была быть детская площадка, пешеходная дорожка и парковка для автомобилей. Но, как видим, ничего до сих пор нет. Но застройщики все-таки проявили заботу и предупредили жителей, чтобы не ставили ничего тяжелое на балконы, потому что они могут не выдержать. Такая картина не только портит эстетический вид, но и представляет опасность. Это осознают даже дети. Мы хотим, чтобы у нас сделали детскую площадку тут. Я хочу, чтобы у нас не было мусора и детская площадка хорошая. Потому что вот это никуда не годится. И чтобы мусора поменьше было. И в подъездах было почище. Я хочу, чтобы там сделали нормальные дороги. Без кочек, без ничего, чтобы было все хорошо, не мусорили. А то если со стороны посмотреть, все грязно. А еще чтобы там в подъездах поставили либо камеры, либо я не знаю, потому что там они все раздолбаны, эти подъезды. Жители дома обратились к депутату Государственного собрания Илтумен Александру Кашукову. В ходе рабочей встречи с представителями общественности провели объезд по поселку и осмотр дома. В ближайшее время будет закончена строительно-техническая экспертиза по всем нарушениям, допущенным при строительстве этого дома. И результаты этой экспертизы будут переданы в прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации для дальнейшей работы. Как сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, мы должны строить современное и комфортное жилье из современных и качественных материалов. И мы должны строго придерживаться этого плана. Еще один дом, номер 256/1. Он пострадал от пожара, его пытались восстановить, но жильцов так и не заселили. Сейчас этот дом – памятник, непригодный для проживания. Также везде красуются заброшенные и полуразрушенные дома, составляя не совсем благоприятную общую картину всего поселка. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Мы следим за развитием событий. Увидимся на канале Якутия-24.